В результате дорожной аварии в Алданском районе погиб ребенок. В минувшие выходные семья из Томмота ехала по обледенелой трассе. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Ребенка не спасло даже удерживающее кресло. Сколько ДТП случилось в районе с начала этого года, расскажет Татьяна Вахнина. Весна идет и вынуждает уступать ей дорогу всех участников дорожного движения. В период гололеда, снегопада и оттепели риск возникновения аварийных ситуаций как на городских магистралях, так и на межпоселенческих трассах увеличивается многократно. Конечно, вон сколько у травматолога, сколько случаев. Вообще не подступиться к кабинету. Люди падают и травмы получают. С начала года в Алданском районе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Это на 2 случая больше, чем за аналогичный период 2015-го. Наибольшее число аварий приходится на межсезонье. На днях для одной из семей города Томмота поездка по обледенелой трассе в соседний поселок в гости закончилась трагически. Погиб ребенок. В субботу была авария. Хоть и ребенок находился в кресле, пристегнутый в детском автокресле, тем не менее его от удара выкинуло из машины, и на месте ребенок скончался. Наша безопасность прежде всего в наших руках. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать осторожность. Оптимальным вариантом станет отказ от поездок в непогоду. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о повышенной аварийности на дорогах в период гололеда, обильного снегопада, снежной и дорожной пыли. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим. Также пристегивайтесь ремнями безопасности и ни в коем случае не садитесь в состоянии алкогольного опьянения. Опасность на дорогах создают и любители быстрой езды в состоянии алкогольного опьянения. С начала года сотрудниками ГИБДД по Алданскому району было выявлено порядка 60 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.